Добрый день, телекомпания НТВ+ приглашает вас в Италию. Очередной 22-й тур продолжается. Накануне Милан в тяжелом матче взял 3 очка на выезде на Сицилию, обыграв Катанию со счетом 2-0, оставшись при этом в десятером. Как пошутил после матча Ибрагимович, сказал, что после удаления Ван Боммела мы играли лучше. Ну, действительно, именно после удаления новичка Милан забил 2 гола и взял 3 очка. Итак, Милан взял очередные 3 очка, упрочил свои лидирующие позиции. Ну и Лацио, обыграв Фиорентину со счетом таким же 2-0, оказывается в самой верхней части турнирной таблицы. Чем дальше, тем интереснее в чемпионате Италии. Очень плотно, любопытно вверху турнирной таблицы. Джанпаоло Паццини, новобранец Интера, странно как-то одет. Я не понимаю, в спортивной ли он одежде. В общем, ни о каких травмах не сообщалось. Вообще даже говорилось о том, что Паццини сегодня будет играть в стартовом составе. Ну, я не пойму, может быть, в последний момент что-то с ним случилось и он какое-то повреждение получил, потому что вот по этой одежде непонятно, в гражданской он сидит или это шарф входит в амуницию, в которой запасные игроки сидят на скамейке. Холодновато в Милане, судя по тому, что показали на трибунах. Но Никола Риццоли не показатель, видимо, закаленный человек, вышел в летней одежде. Но все остальные, видите, одеты достаточно тепло. Так что дебют Паццини откладывается. Ну, в первую очередь, потому что Диего Милито, чье участие в матче было под вопросом. Видите, вот он, 22 номер на ваших экранах. Сегодня в стартовом составе. Ну и Жулио Сезар вернулся в ворота. Неожиданно довольно-таки. Кастеллаци во всех итальянских газетах сегодня планировался и журналистами в качестве игрока основного состава. Но все-таки Леонардо, видите, удалось с помощью врачей подготовить нескольких игроков к участию в матче в основном составе из тех, кто считался травмирован. Список травмированных у Интера достаточно большой. Завершается период до заявок, и Интер объявил о том, что он поставил точку и закрыл окно трансферное до лета. Поэтому подробности я, конечно, вам расскажу. В первую очередь надо обращать внимание вот на этого футболиста. Раноки, 15 номер, один из самых талантливых защитников, ну, давайте говорить так, Европы. По крайней мере, итальянцы говорят о том, что в Италии это уж точно самый талантливый защитник. И предрекают ему карьеру Несты. Ну, не Канавару все-таки, потому что на Канавару фактуры, видите, совсем Раноки не похож, а вот на Несту действительно похож. С Раноки тоже тут была вполне любопытная история, но давайте историю отложим немножко на потом. Важная игра с турнирной точки зрения. Палермо команда хорошая, и очень развеселый матч выдали команды в прошлом сезоне, когда 7 мячей здесь было на Сан-Сиро забито. Понравившийся многим Хавьер Пасторе по матчам с ЦСКА. Но это я в первую очередь обращаюсь к тем, кто нерегулярно смотрит итальянскую серию. А вот обратите внимание на этого очень талантливого аргентинского футболиста Хавьер Пасторе, 27 номер, золотая жила Палермо. Руководство клуба ждет не дождется, когда цена этого футболиста подскочит до небес. Затем он, конечно же, будет немедленно продан в топ-клуб. Состав, я скажу так, не угадала ни одна ведущая спортивная итальянская газета. Состав Интера, в частности, никто не угадал сочетание Милито-Коутиньо. Я приношу извинения от лица нашей компании за помехи в эфире. Я не очень пока понимаю, что происходит. Ну вот наши инженеры обещали с этим вопросом разобраться. Ну, раньше шутили, что это происходит за пределами Советского Союза. За какими пределами в настоящий момент это происходит, я не могу судить. Но надеюсь, что мы разберемся, и вас подрагивание картинки не будет отвлекать от футбола. В атаке Палермо очень активно. Команда гостей начала этот матч, как будто она играет у себя дома. Очень, даже я бы сказал, нагло ведут себя футболисты команды Палермо, недавно побывавший
в России в рамках Лиги Европы. Ну и Леонардо, новый главный тренер Интера. Пока, наверное, его работе далеко идущие выводы делать не стоит. Начал Интер хорошо, выиграв несколько матчей к ряду, но в последнем туре проиграл Удинезе 1-3 на выезде, а затем была тяжелая игра на кубок, где только в серии пенальти удалось обыграть, но, правда, все-таки обыграть соперника своего. Момент у ворот Палермо. Мяч пролетает мимо штанги. Камбьясо замкнуть эту передачу не сумел. Это Майкон делал, подрезал мяч в сторону угла вратарской площади. Но получилось слишком сильно. Интер в атаке. Еще одна передача в передней линии. Диего Милито с мячом. Убирает мяч под себя, но вторым темпом не поспел Каутиньо и где-то совсем застрял Самуэль Этуо. Четвертая минута идет. Вроде бы наладилось у нас изображение. Активно начали команды матч. Почти без пауз проходит игра. И мяч не задержится в средней линии поля. Любопытно, что Палермо намеревается большими силами атаковать. И вот очередной проход штрафной площадь. Прострел 1-0! Вот так начало матча. На 5-й минуте капитан Палермо Фабрицио Микколи выводит гостей вперед. Браво Делио Росси, браво Палермо. Вот так начали. 0-1 уже на 5-й минуте. Прекрасно разыграли мяч сейчас сицилийцы. Бестолково сыграл Сантон. Очень толково, в свою очередь, действовал Палермо в этом игровом эпизоде. В атаке своевременная передача пошла в центральную зону. Микколи здорово открылся. И Пасторе пропускал мяч элегантно. Но, правда, потом последовала ошибка Сантона. Но, может быть, он и не ожидал, что вот так сыграет Пасторе. Ну и Кассани, который по неведомым причинам не попал на чемпионат мира. Я считаю, что он вообще должен был играть в основном составе в Южной Африке на месте правозащитника. Но это мы уже с вами неоднократно обсуждали в решении Липпи по составу и по игрокам, которых он в конечном счете пригласил в сборную. Кассани великолепный правый защитник. Я считаю, один из лучших в серии А среди всех, включая иностранцев. Итак, 1-0. Палермо впереди. Что ж, мы с вами получаем отличный, увлекательный дневной матч. Очень хорошей скорости на первых минутах этого матча. Ну и Интер теперь будет вынужден идти большими силами вперед. Пацини в шарфе, который входит в комплект теплой одежды, который выдается игрокам, сидящим в запасе. Это я к тому, что я абсолютно уверен, Пацини выйдет на поле. Мы сегодня его с вами обязательно увидим. Тем более, что Интер уже проигрывает. Джулио Сезар в воротах хозяев поля. Лусио 6-й номер. И Ранокки 15-й номер. Это пара центральных защитников. А Ранокки чуть позже. Поподробнее потом. По краям Майкон справа 13-й номер. И слева Диего Сантон 39-й, допустивший грубую ошибку эпизодом ранее. В полузащите Камбьясо 19 номер, Тиаго Мотта 8. И впереди Каутиньо 29 номер под двумя нападающими. 9 номер Этуо, 22 Милито. Леонардо главный тренер самой интернациональной команды серии А. Лишь два итальянца в стартовом составе. Диего Сантон и Ранокки. Два молодых человека, один из которых является, ну, по крайней мере, в своем амплуа потенциально игроком номер 1 в сборной на долгие годы. Один матч пока успел Ранокки провести в составе национальной команды. Ну, давайте о трансферах чуть позже. Посмотрим игру. Игра хорошая, хороший темп. Ранокки дебютировал за Интер в матче против Наполи в среду. По пенальти, напомню еще раз, после 0-0 в игровое время Интер выиграл. И Ранокки провел
весь матч, так что дебют его уже состоялся. Но в серии А сегодня у него первый матч и, конечно же, большая ответственность. На Сан-Сиро проводит Ранocchia в форме Интера свой первый матч. Штрафной выполняет команда хозяев поля. Подача высокая в сторону Лусио. Лусио бодается за мяч с защитником Палермо. И толком удар у него не получился. Состав Палермо: Сиригу в воротах, 16 номер Кассани, 5-й Бово, 6-й Муньос, 42-й Бальзаретти. Это оборона. Мильячо 8-й, Ночерино 23-й, Пасторе 27-й, Бачинович 21-й. Это полузащита. И нападение: Иличич 72-й номер и Миколи, автор забитого мяча, 10-й номер. Делио Росси, главный тренер команды, которая находится в самом верху турнирной таблицы. На самом деле от Интера Палермо там по набранным очкам отстает всего лишь на одно. 35 у Интера, 34 у Палермо. Правда, у Интера еще осталась одна игра в запасе. Так что Палермо и Удинезе замыкают восьмерку. Вот на данный момент восьмерку команд, которые, очевидно, будут бороться за самые высокие места. Ну, по крайней мере, за Лигу чемпионские места точно будут цепляться. Дальше уже Сампдория отстает на 6 очков. Правда, у Сампдории тоже еще игра в запасе. Сегодняшняя с Наполи. Короче говоря, Палермо не стоит удивляться вам, потому что Палермо демонстрирует такой агрессивный футбол в выездном матче против обладателей Кубка чемпионов и многократного подряд чемпиона Италии. Камбьясо с мячом. Передача налево. Самуэль Этоо получает мяч. Кассани его встречает. Самуэль Этоо что будет делать? Обыгрывает. Входит в штрафную площадь. Удар в дальний угол. Нет, прострел. Следует Кассани. В подкате прерывает эту передачу. Мяч продолжает оставаться у камерунца. Каутиньо открылся под Этоо. Этоо перебрасывает своим любимым движением мяч с левой ноги на правую. Очень технично здесь пытается играть Иличич. И пауза небольшая. 10 минут пролетели незаметно этого матча. И уже 1-0. В пользу гостей при этом. А тут еще и мяч в руку Тиаго Мотти попал, оказывается. Причем вполне так попал, что можно было бы назначить пенальти и похоронить Интер. С 2-0 против такой команды, как Палермо, спасаться было бы, ох, как тяжело. Мяч в штрафной площади Интера. И защитники начинают атаку. Ранocchia направо. Майкон. Подача в штрафную площадь. Кассани на месте. Подстраховал центральную зону. И Бальзаретти длинным ударом, нет, решил зачем подрабатывать. Да выбей сразу. В результате Бальзаретти подарил мяч Интеру. Дзанетти. Пас направо. Майкон. Подача. Вновь верхом Камбьясо. Давит Интер. Можно сказать, уже штурмует ворота Палермо, хотя идет всего лишь 11-я минута матча. Тиаго Мотта опасно немножко сыграл, но обошлось без каких бы то ни было повреждений. И Чезаре Бово начинает атаку своей команды. Не нагнетает темп Палермо. Ну а что, гол быстро забит. Можно и подержать мяч. Это прострел, опасный момент. Мяч мечется вдоль вратарской. Ночерино назад. Кассани по флангу.
преимущество большое по владению мячом у хозяев поля. Это Камбьясо. Каутиньо в столба сейчас пытался Камбьясо разыграть стенку через Каутиньо, но Каутиньо навыков игры спиной к чужим воротам не хватило. Удар Тиаго Мотты выше ворот. Возвращаясь к таблице, 47 очков. А нет, я вам не скажу, потому что сейчас же пошли уже какие-то другие параллельные матчи. Если вы что-то смотрите параллельно, не буду тогда вас сбивать с толку. Бог с ней с таблицы на данный момент. Потом уже на нее посмотрим по окончании матча, основываясь исключительно на результате этой игры. Посмотрим на турнирное положение Интера и Палермо после этой встречи. Интер с мячом. Недолго с ним находился. И еще одна атака Палермо. Длинная передача вперед на высоченного и талантливого нападающего Иличича, который все чаще и чаще выходит в стартовом составе. Игрок сборной Словении. Пока один мяч вернее, 7 мячей уже на его счету в нынешнем сезоне. Футболист, который из Марибора. Название, которое отдает и будет уже всегда, по-моему, отдавать тревогой для российского любителя футбола. И вот теперь это фактически сейчас основной центральный нападающий Палермо, Йосип Иличич. Ну, вообще в Палермо очень здорово налажена трансферная работа. Мы на это не раз с вами обращаем внимание. Самуэль Это с мячом. Покатил мяч в штрафную Милито. Милито разворачивается направо, налево, но очень хороши в защите сицилийцы. И прострельная передача не прошла. Муньос тоже очень талантливый игрок. Осваивается в чемпионате Италии. Да не просто осваивается, уже почти, можно сказать, освоился. Хотя без году недели в основной команде. 20 лет всего лишь Эзекиль Муньос из Бока Хуниорс приехал. Этот футболист в Италию, проводит первый сезон, почти все время играет в стартовом составе. И это еще один зачет селекционной службе Палермо. Я вас уверяю, что Муньос будет игроком основного состава сборной Аргентины через пару-тройку лет. Ну и то же самое касается Хавьера Пастора. А это капитал Палермо. Хотя президент клуба заявил о том, что он уходит из футбола. Оставляет этот бизнес, потому что, по мнению руководителя Палермо, вот эта бешеная гонка денежная завела футбол уже окончательно в тупик. И в эти игры хозяину Палермо играть больше неохота. Фабрицио Миколи с мячом. Подача в штрафную площадь, мяч туда не прилетел. 17-я минута. Палермо по-прежнему выигрывает. Фабрицио Миколи забил свой очередной гол. В атаке гости. Кассани. Иличич, Миколи. Миколи подача. И так, в общем-то, Ранноки это подтолкнул Пастора в спину. Хорошая игра. И не просто Леонардо. 2 матча подряд в игровое время не удается одержать победу. Но один из этих матчей кубковый. Ну, в общем, Интер набрал неплохой ход. Подсократил отставание от лидера, от Милана. Не за горами дерби. К этому дерби надо подойти, постараться подойти максимально на близком расстоянии Милана. Список травмированных длинный у Интера. Снайдер через тур, возможно. А нет, какой через тур? Конец февраля. И то под вопросом. Для Самуэля сезон закончен. Станкович конец февраля. Кордоба конец февраля.
Марига. Конец февраля. Это вот такие потери у Интера. Ну и плюс дисквалифицированы на сегодняшний матч Станкович и Киеву. Ну, выбор игроков превосходный. У Интера, безусловно, лучший в Италии и, наверное, один из лучших в мировом футболе сейчас. Один из немногих клубов, который вообще никаких финансовых проблем не имеет. Марается сколько надо денег, столько и дает. На содержание своей любимой команды, которая, по-моему, заменяет вообще все на свете, все мысленные удовольствия и развлечения. И не случайно Интер в этом межсезонье очень существенно укрепился, хотя, казалось бы, ну куда еще. Но это вслед критики, которые проводили Бенитеса в отставку по поводу того, что... Хотя там сложно сказать, Бенитес же не отвечал за трансферы. Бенитесу только Биабиани достался. А видите, Леонардо заполучил и Пацини, и Ранокию, и очень приличного марокканского. Лусио бьет прямо в руки Сиригу, марокканского полузащитника из Дженуа, который сегодня тоже находится в запасе. Карья. Там же Пацини, который мы с вами увидим. В общем, действительно очень прилично Интер укрепил свой состав. Луиса Фабьяно просматривал Интер в качестве варианта. Матри, помните, да, хороший очень нападающий из Калери, но остановились на Пацини. И, надо сказать, конечно, это мощнейший трансферный удар. Ну, а Пацини, я думаю, мы еще успеем поговорить, потому что я не сомневаюсь, он на поле сегодня выйдет. И то разыгрывает стенку с Майкером. Мяч до Майкера не дошел. Пока ничего особенного у Интера не получается в атаке. И ответ Палермо. Палермо уверенно контролирует мяч на чужой половине поля. Микулин назад. И диагональ. Сантон отпустил Касани, но Касани чуть-чуть забрался в положение вне игры. Милито. Теряет мяч, но не в форме Милито, поэтому невозможно требовать футбола высшего качества. Ну, почему он, а не Пацини, я думаю, просто больше на опыт своего аргентинского нападающего положился Леонардо перед сегодняшним матчем. В Италии, кстати говоря, заканчивая трансферную тему, объявили об очень еще... Интер, вернее, объявил, сказал о том, что... Интер объявил о том, что закончил трансферную кампанию. Эту зимнюю, сейчас посмотрим, Тиаго Мота может опасно пробить отсюда не с той ноги.
решил под правую подработать, пробил. Поздновато его на самом деле накрыли, не повезло. Сейчас Тиаго Мотти мог бы он и получше пробить, попасть в створ. Так вот, Интер летом берет очень талантливого нападающего из Голландии. Люк Кастеньо. Не знаю, как уж его там на голландский лад произносит, но у него он родился во Франции. Отец у него француз, а мать наполовину итальянка, так что он к Италии имеет большое отношение. Футболист интересен тем, что в свои 18 лет, выступая за юниорскую и юношескую сборную Голландии, он забил в 31 матче 22 мяча. Впечатляет, не правда ли, результативность. И вот этого Кастаньо Интер берет центрального нападающего, Интер берет летом. О трансфере уже договорились. Мяч уходит на угловой. Другие трансферные вопросы мы с вами оставим на второй темп, потому что, я думаю, выйдет по цене. И под это дело мы еще поговорим. Вот он, что происходит в Интере с трансфером. Несложный удар для Селин, даже не удар, мяч просто летел в сторону ворот. Без особых моментов, так, в общем-то, и вспомнить нечего. 0-1. Да, Интер владеет территорией, владеет преимуществом. Иличич с мячом. Полагаю, кто-то из вас был в отпуске, пропустил часть туров, которые проводились вот в это отпускное время. Сейчас, наверное, смотрит и думает, ну вот тебе, пожалуйста, и Леонардо, стоило ли менять шило на мыло. Ну, я думаю, что преждевременно делать какие бы то ни было выводы. Я точно совершенно знаю из личного общения с футбольными людьми в Милане, что репутация в миланской части Милана у Леонардо, прямо скажем, не очень хорошая. Человек неимоверно высокомерен, очень большого о себе мнения. И, ну, в общем, так скажем, наплевательски относится к футболистам. Смотрит на них, на всех свысока. Игроки Милана, по крайней мере, вот, с кем я общался так кулуарно, не очень, так скажем, позитивно отзывались о своем уже теперь бывшем наставнике. Ну, что за тренер Леонардо? Мне кажется, по игровому построению Милана, по тактике были очень серьезные вопросы. Да, Интер после возвращения, после смены тренера начал играть успешно, начал выигрывать, одержал несколько побед подряд. Но тут знаете, о чем необходимо просто помнить? Нужно просто помнить о том, что бывший тренер Интера Рафаэль Бенитес абсолютно помешан на физподготовке. Он же по образованию преподаватель физической культуры. И он просто фанат фитнеса. Говорят, что на базе Интера построена полоса препятствий, как будто бы там готовится взвод десантников для каких-то сложных операций, а не футбольная команда. И роптали игроки Интера по поводу того, какие нагрузки им дают. Кто знает, об этом как-то публично не говорят и не пишут в Италии, не говорят по телевидению. Но я абсолютно не сомневаюсь, что, скорее всего, Леонардо в первую очередь просто дал футболистам мяч и освободил немножко их от этих неимоверных бенитосовских нагрузок. Может быть, они поэтому и побежали, может быть, поэтому и одержали вот эти вот победы. Ну а дальше этой инерции, видите, не хватает на то, чтобы играть на протяжении нескольких матчей к ряду успешно и стабильно. 0-1 Интер проигрывает. 29-я минута. Да, преимущество у Интера. Да, мяч доходит до штрафной площади. Но таких каких-то вот 100% моментов, о нереализации которых можно было бы жалеть, не возникает. Каутиньо здорово двоих обыграл. Может быть, лишнее было движение вот перед тем, как он пробил. Возможно, стоило и в передачу сыграть налево, либо попытаться как-то по-другому пробить, чтобы мяч посильнее полетел в сторону ворот. Но двоих Каутиньо обыграл здорово. У Бенитеса Каутиньо, как вы помните, начинал, как правило, инсайда. Слева Леонардо ставит бразильца куда положено. Ставит бразильца, а именно под нападающим. На позиции, в Италии эта позиция называется фантазиста. И вот здесь Каутиньо, конечно, смотрится очень перспективно и талантливо. Вновь он с мячом, удар по воротам, мяч свистит рядом со штангой. Ну, знаете, такое впечатление, что гол назревает. Ну вот, созреет ли этот плод?
пока не очень понятно. Сиригу, по сути дела, ни разу свою команду не выручал от, казалось бы, 100-процентного гола. Видимо, затягивает Интер с введением мяча в игру, поэтому посвистывает стадион. Микколи в офсайде. Там был фол. Тиаго Мотта с Ночерино выясняют отношения, но это было видно. По мячу, вот смотрите, не успевает к мячу Тиаго Мотта и попадает Ночерино по ноге. Это желтая карточка. Риццоли должен был показать Тиаго Мотте грубый подкат в колено. Зевнул. Но странно, лайнсмен же отмашку сделал, вы видели, да? Смак был флагом, но Риццоли вчера Таливенто, ну так либеральничал. Ван Боммеля сегодня все игроки Милана, кто давал интервью, ну вчера их сегодня опубликовали, в один голос, что не было нарушений, нечего было Ван Боммелю давать вторую желтую карточку. Ну мы-то вместе с вами вчера матч смотрели, там до этой второй карты Ван Боммел наиграл на красную уже. Если была у него, по сути дела, 4-я желтая карточка, из 4 ему арбитр дал 2. И вообще Таливенто вчера, на мой взгляд, пропустил довольно много нарушений, которые заслуживали желтой карточки. Вот сейчас дает желтую карточку судья за фол против Каутиньо в центре поля. Бачинович, еще один словенец в составе Палермо, наказан. Ну, а фол Тиаго Мотта почему-то пропустил Риццоли, хотя лайнсмен ему отмашку сделал по этому поводу. Ну, кстати, Матри, который мог бы сегодня играть за Интер, забил уже 2 мяча в домашнем матче Кавери против Бари. Ждем Пацини. Я думаю, Пацини хороший шанс выйти вместо Милито. Милито явно не в форме и совсем аргентинца не видно на поле. И Камбьясо даже, пожалуй, активнее играет в чужой штрафной площади, нежели чем его соотечественник, нападающий Диего Милито. Сиригу не торопится, поэтому стадион гневно требует от вратаря действовать быстрее. Лусио попер вперед в своем излюбленном стиле. Камбьясо подкрался незаметно и чуть-чуть цепанул за ногу Миличича. Но ведь Риццоли-то был прав, одев коротенькую маечку. Леонардо ежится, ему холодно и неприятно осознавать, что команда второй матч подряд не может забить гол. А да и Удинезе забит всего лишь 1. Получается 2 матча и 30 минут. Интер не может забить. Бальзаретти выбивает мяч в аут, потому что там Дзанетти получил по ногам. Сенаторов обижать нельзя. И Бальзаретти прекрасно понимает. Наверное, один из самых заслуженных сейчас в мировом футболе игроков. Хавьер Дзанетти. Что-то вроде хоккейного Рэя Бурка. Уникальная, конечно, личность. Человек, который играет исключительно за одну команду всю жизнь. Ну, почти. Конечно, грандиозная личность. Образец спортсмена. 37 лет. Поскольку существует НТВ+, Хавьер Дзанетти играет за Интер. И всегда в основном в составе. Ну, когда не травмирован. А травмирован он бывает очень редко. Что тоже говорит о высочайшем профессионализме. Это при том, что, согласитесь, Хавьер Дзанетти ног не берег никогда. Ни своих, ни чужих. У Палермо в атаке ничего особенного тоже не получается. Но они свое дело сделали. Забили гол и играют вторым номером. Что им нагнетать обстановку на чужой половине поля не имеет никакого смысла. Надо просто ждать свой момент. Возможно, он и появится.
Пока сложно что-то говорить о дебюте Раноки. Хотя мяч был забит из центральной зоны, но сейчас уж не вспомню досконально этот момент. Кто там? Лусио, Раноки, кто должен был отвечать за зону, из которой Николи забил гол. Сейчас Лусио сыграл хорошо. Бальзаретти получает мяч на фланге. Бальзаретти, против него как раз вот Раноки. Миколи. Ну и 4 в 4 атаку идет у Палермо. А побыстрее налево. Ну что за пас делает? Какой неудачный пас делает Иличич. Миколи. Пасторе. На свободное пространство. Зачем Сантон туда прибежал? Жюлио Сезар. Опасно. Удар. 2-0. Айда Палермо. Браво, Сичилия. 2-0 на Сан-Сиро. Антонио Ночерино отправляет второй мяч в ворота Интера. Вот так матч у нас дневной. Обычно самые вкусные матчи как-то на вечер обычно приходится. Давненько не было такой увлекательной 5-часовой игры. Ну и Леонардо крупным планом. Я тут как раз находился в отпуске, пока Леонардо проводил свои дебютные матчи, и видел лишь фрагменты матчей с участием Интера, поэтому полной картины у меня не было. Вот, можно сказать, сегодня знакомлюсь с Интером времен Леонардо. Ну, не самый лучший момент для знакомства с Леонардо мы выбрали, судя по всему, в качестве главного тренера Интера. 0-2. 1-3, напомню, Интер сгорел в Удине в предыдущем туре. И опасный момент. И вот Сириго выручает свою команду. Кураж ловит Палермо. Занетти заводит свою команду, своих товарищей, и просит собраться. Очень нужен гол в раздевалку, чтобы хоть как-то взбодриться. Вот забивать надо Милито! И опять или Сиригу, или защитник встал на пути мяча. Еще есть время у Интера для того, чтобы забить гол в раздевалку и чуть-чуть в более лучшем настроении идти готовиться ко второму тайму. Майкон, очередная подача, высокая, Лусио, Тиаго Мотта, Ранокья, забивший один мяч уже в своей карьере в серии А. Головой. Контратака должна пойти 3-3. Контратака. Пасторе смещает центральную зону. 4-3. Проваливается Интер. Надо забивать третий выход. 1-1. Сезар. Ворота пустые. Коса не бьет. И ответ Интера. Абсолютно бесшабашная команда у Леонардо. Удар по воротам. Мауриньо, увидев это или смотря сейчас эту трансляцию, наверное, ехидно улыбается. При нем, чтобы 4-3 вываливались. Можете себе представить? Да, Мауриньо сыграл 4-3. Не 4-3, а 4-3 с Палермо в прошлом году. Но это была немножко другая история. Там просто Интер был явно сильнее и немножко дал возможность своему сопернику тоже позабивать голы, повеселить публику. Сегодня другая история. Да даже при Бенитосе, при отсутствии внятной игры в атаке, все-таки в обороне Интер выглядел надежно. Да, дебют у Раноки, прям скажем, не складывается. И в штрафной площади забиты оба мяча. И Муньос. Запомните этого игрока. 6-й номер Муньос. Центральный защитник Палермо. Очень интересная команда. Этоо.
Муньос против него. Почти справился Муньос. Прострельная передача. Бальзаретти пяткой выбивает мяч из штрафной площади. Хавьер Дзанетти, Тиаго Мота будет бить. Еще. Давай, бей, удар. Сиригу отбивает. Можно играть. И то в положении вне игры. Офсайд. А что, отличный футбол. 40-я минута. 0-2. Конечно, болельщикам Интера не до смеха. Но игра-то увлекательная. Еще как. И это еще не все. Во втором тайме выйдет Пацини. И я думаю, забьет. Нравится мне этот футболист. Ему, конечно, очень повезло, что он попал в такой большой клуб. 5 минут еще есть в первом тайме у Интера для того, чтобы сократить разрыв в счете и облегчить себе задачу на второй тайм. 0-2 на 45 минут, оставшиеся тяжело. Каутиньо. Да, ну и при такой длинной скамейке, при таких неограниченных финансовых возможностях Интера разговоры о травмах, дисквалификациях в пользу бедных. При таком количестве дисквалифицированных и травмированных, ну что, плохой состав, что ли, сейчас у Интера? И какие игроки сидят в запасе? Новичок стоимостью в 12 миллионов евро, нападающий сборной Италии, полузащитник сборной Марокко, нападающий сборной Македонии, чемпион мира Матерацци. Так что, в общем, и в запасе тоже игроки. Они так сбору по сотен в заявку людей набирали. Этоо с мячом. Палермо всей команды держит оборону. Каутиньо. Майкон решил пробить, попал в Бальзаретти. Здорово. Самоотверженно защищается Палермо. Бросаются ребята под удар, не боятся мяча. И уже не первый раз накрывают удары игроков Интера. Да, преимущество по владению мячом у хозяев поля, но прок-то из этого владения. Наоборот, для Палермо создаются условия, располагающие к контратакующим действиям. Хозяева считают, что мяч ушел от соперников, но арбитра иное мнение по этому поводу. Бальзаретти. Николи. Кассани. Майкон входит в штрафную. Здорово, как сегодня играют все, без исключения, защитники Палермо. И в частности Бальзаретти, некогда игравший, пробовавшийся в Ювентусе, но так по большому счету там не закрепившийся. Сейчас бы, я думаю, не помешал. Удар Каутиньо, не лег ему мяч на ногу. Жулио Сезар будет опережать Пасторе, потому что там больше никого нет. Оказалось, что есть.
справа. Подача. И Ночерино отрабатывает в своей штрафной площади. Последняя минута тайма заканчивается. У Интера все-таки есть еще возможность. Важный стандарт. Муньос вцепился в Милито. Милито не получает мяч. Ночерино здорово играет головой и даже адресно выбивает этот мяч из штрафной площади. А побыстрее. Получится ли? Но Чезаре Бово оказался на позиции полузащитника. Молодец, сыграл на сохранение мяча. И Каутиньо получит желтую карточку. Взял зачем-то, треснул по ногам соперника. Или решил не предупреждать молодого человека арбитр. И обойтись устным внушением. Но вообще за такой, конечно, надо наказывать. Профилактически хотя бы. Гол Фабрицио Микколи, забитый на 5-й минуте игры. И вот этот гол, забитый ох, красавец, видали? Вот это мастерство. Ах, подсмотрели сейчас режиссеры. Умудрился Делио Росси, видали? Пальцами показать схему. А сейчас может быть 3-0! Штангу попадает мяч после удара Пасторе. Да, в защите у Интера караул. Просто полный караул. И дело вовсе не в Раноке. Раноке-то игрок хоть и молодой, но вполне квалифицированный. Но, наверное, просто дело в том, что абсолютно не сыгранное сочетание Раноке, Лусио, Сантон. И если с того фланга, где играет Майкон, вообще ничего не происходит, то вот здесь, на ближнем Делио Росси фланге, Палермо делал в первом тайме почти что все, что хотел. Вот это был бы номер, если бы Пасторе забил. Давайте еще раз смотреть. В положении вне игры. Ну, был бы скандал, конечно. Так что хорошо, что Пасторе не забил. Ну, ошибка все равно, даже если ошибся лайнсмен, опять ошибся Сантон. Короче, Сантон фланг свой провалил. И при счете 0-2 могло быть и хуже. Интер уходит в раздевалку. Ждем Пацини. Может быть, Карья. Джанпаоло Пацини будет спасать Интер во втором тайме. 12-миллионный новичок Интера вместо Каутиньо. Милито остался на поле. В 3 нападающих собирается играть Леонардо во втором тайме, спасая эту пока что безнадежно складывающуюся игру. Очень странная замена. Конечно, Леонардо виднее, но Каутиньо, на мой взгляд, играл хорошо и мог бы дальше подыгрывать своим нападающим. Но да, и Карья вышел заодно. Хусен Карья, игрок сборной Марокко. Вот все новобранцы Интера, все 3 футболиста, которых Интер приобрел в этом межсезонье. Раноке в стартовом составе. Половину трансфера этого футболиста Интер купил еще в прошлом году. Сейчас докупил оставшуюся половину. Карья также за наличные деньги. Ну и Пацини 12,5 миллионов евро плюс Биани отправились в Сампдорию. Спрашиваете, зачем Сампдория рассталась с Кассану из Пацини? Ну, потому что Сампдория не ставит перед собой задачи что-то там серьезное выиграть. Ставит задачу Сампдория держаться на плаву. А 12 миллионов очень даже этому поспособствуют. Итак, 12,5 миллионов евро, 2,5 миллиона евро зарплата Пацини в Интере. Это за вычетом налогов, то есть чистыми 2,5 миллиона. Плюс бонусы за различные достижения, голы, победы и так далее. То есть в целом, я думаю, наберется очень даже прилично за год. Карья также выступал за Дженуа, как и Раноке. Ну и не знаю, мне этот марокканец как ничем особенным не запомнился. Игрок себе, по-моему, как игрок. Ничего такого выдающегося. Довольно взрослый человек, уже под 30 лет. Но так взяли его укрепить полузащиту на случай, если кто-то травмируется. Итак, все новички на поле. Массимо Моратти продолжает вкладывать в футбол. Ну, кстати, вот накануне у него был разговор по этому поводу с журналистами, по поводу бесконечных трат. И Моратти сказал о том, что напомнил
о том, что Мишель Платини, президент УЕФА, говоря о финансовом фэрплей, Марати подчеркнул, обращаясь к журналистам, возможно, вам показалось, что это намек в мою сторону, в мой адрес, что это мне нужно притормозить и поумерить траты на футбольную команду. Но Марати, надо заметить, очень важное сделал замечание по этому поводу. Он сказал: я двумя руками за инициативу Мишеля Платини, потому что как только будут введены финансовые ограничения, установлен потолок зарплат или какие-то еще другие ограничения по трансферам, которые остановят вот эту гонку финансовую, Марати сказал: я буду первым, кто на следующий же день прекратит вкладывать ежедневно деньги в футбол. И можно будет просто наслаждаться этой игрой, не тратя ежедневно миллионы. Но пока правила игры такие, Марати тратит. Короче говоря, все три новичка Интера на поле, и таким образом состав проигрывающий 0-2 команды такой. В воротах Жулио Сезар, в обороне Лусио 6 номер и Раноки 15 в центральной зоне, Майкон справа 13 номер и слева плохо сыгравший в первом тайме Сантон 39 номер. В полузащите теперь Камбьясу 19, Тиаго Мотта 8 и Кария 14 номер. Впереди 9 Это, 22 Милито и Джампаоло Паццини, бывший нападающий Сампдории, нападающий сборной Италии. Первое касание мяча. 7 номер. Не удивляйтесь, что это номер Луиша Фигу. Дело в том, что спортивный директор Интера Луиш Фигу сам порекомендовал Паццини взять этот вот свой 7 номер. Таким образом, на месте центрального нападающего вот он, новичок Интера, которого сразу же публика встречает аплодисментами. Классический центр-форвард. Еще раз повторюсь, очень мне не импонирует игра этого футболиста. Игрок касания, игрок момент. Вроде ничего особенного по цене нет. Ни обводки, там, ни какого-то дриблинга, ни сумасшедшей скорости. Но голы забивает футболист исправно, не выступая за какие-то выдающиеся клубы, которые сами по себе много забивают. Паццини, тем не менее, за карьеру 100 штук отгрузил в ворота соперников. Почти 100 штук, 96 мячей на его счету в карьере. Ему всего 26 лет в 276 матчах. Ну, самая впечатляющая результативность, конечно, у него в Сампдории. 48 мячей в 87 матчах. То есть, ну, для Италии это очень высокий показатель. Тем более для такой малозабивающей команды, как Сампдория. Подача в штрафную площадь. До мяча Муньос не добрался. Это Палермо атаковал. Короче говоря, Паццини, за которым очень долго ходил и сватал его Ювентус, но не сосватал, потому что 12 свободных миллионов у Ювентуса просто-напросто нет в наличии. А у Интера нашлось. Как я уже говорил, предпочли Паццини, Матри и еще одна кандидатура была Луис Фабьяно. Но Паццини уже касался мяча. Марати, в частности, отметил, что он очень рад тому, что итальянец стал новичком Интера. Паццини игрок не очень высокого роста, но великолепно играющий головой. Просто великолепно. Он изумительно выбирает позицию. Поэтому рост, в общем-то, Паццини особо не нужен. Он очень умеет здорово зависать в воздухе. При своих 180 сантиметрах, ну, не бог весть какой рост для центрального нападающего, согласитесь, Паццини великолепно открывается и выбирает позицию в штрафной площади. Игрок штрафной. Короче, вот такой новичок. Паццини зарабатывает опаснейший штрафной. 2-0 выигрывает Палермо, проведя 2 атаки. Еще была 3-я атака, правда, Хавьер Пасторо из положения игры наносил удар по плофштангу. Давайте посмотрим штрафной в исполнении Интера, после чего я напомню вам составы, в которых играют команды. Важный момент. Фактор гола сейчас будет играть очень большую роль. Если Интеру не удастся забить в ближайшие 10-15 минут, конечно же, начнется нервотрепка. Команда будет еще больше раскрываться. Соответственно, у Палермо появится еще больше возможностей в контратаках. Итак, мощнейшая стенка. Здесь и свои, и чужие. Мяч прямо против ворот установлен. Тиаго Мотта и Это мячом. Это бьет. Сириго выручает свою команду. Молодчик. Здорово сыграл. Вытянул мяч из угла. Смотрите. Опа! Красавец! Хороший вратарь растет Сириго. Вроде бы было некоторое время такое вратарское безвремение. Непонятно было, кто вслед за Тольдо и Буфоном. Амелия вроде бы фигурировал в качестве потенциального номера 1 сквадра Адзуры, но карьера у Амелии по большому счету не заладилась.
осел он в запасе. Ну вот Сиригу прибавляет. И я думаю, что у этого футболиста прекрасная перспектива. Сальваторе Сиригу дважды уже выручал по ходу матча свою команду. 87-го года всего-навсего рождения, 23 года. Составы не до конца назвал. Палермо, Сиригу вратарь, 16-й Касани, 6-й Муньос, 5-й Бово, 42-й Бальзаретти, 8-й Мильячо, 21-й Бачинович, 23-й Ночерино, 72-й Иличич, 27-й Пасторес, 10-й Миколи. Делио Росси, главный тренер Палермо, Леонардо, главный тренер Интера. Интер в атаке. Майко входит в штрафную. А Камбьясо накрывали удар. Тиаго Мотто тоже накрывали. Всего лишь угловой. Пять футболистов Интера. Чужой штрафной площади. И Майко на подборе. Подает. Это опасный момент. Ранокья требует пенальти. Еще одна подача. Очень опасная подача. Это в дальнюю штангу. Но никто эту передачу замкнуть не сумел. Была рука у Тиаго Мотты в первом тайме. В этой же штрафной у игрока Интера. Смотрим. Но это прижатая рука. Поэтому ни о каких пенальти речи быть не может. В плечо попал Бачинович. Это не пенальти никогда. Ну и, конечно, еще один... Ну, если выиграет Делио Росси, по-любому герой. Но, конечно, вот этот вот его маневр с... покинул пределы технической зоны. Это вообще нарушение правил. Но, видимо, судьи уже сосредоточились на возвращении команд на исходные позиции к возобновлению матча с центра поля. И не обратили внимания. Делио Росси выскочил типа поздравлять с забитым мячом свою команду. Подскочил к центральному нападающему Иличичу и быстро ему пальцами буквально схему нарисовал на газоне, как играть. Сиригу вновь в игре выручает свою команду. Атака Интера продолжается. Занетти подача в сторону Пацини. Бальзаретти выпрыгивает. И мяч не остается в игре. Угловой. Огромное преимущество Интера. В начале второго тайма давит команда Леонардо и Сиригу на кураже, который он поймал еще в первом тайме, пока что тащит все, что можно. И все, что очень сложно. Особенно, конечно, хорош был и сложный удар Самуэля Этоо. Под самую штангу вытянул себя в струну 192-сантиметровый вратарь. Это не опасно. Да, Наполи, конечно, в порядке в нынешнем сезоне. Смотрю я на онлайн результат. Пока при таком раскладе на данный момент главный преследователь Милана именно Наполи. Давненько такого не было. Это, конечно, очень оживляет турнир в серии А. Присутствие такой команды из такого города, как Неаполь, на ведущих позициях. Это очень отрадно. Тиаго Мотта с мячом. 10 минут сыграно, и все меньше и меньше остается времени до истечения вот обозначенных нами минут, когда нужно попытаться забить быстрый гол. Пацини принял мяч, развернулся. Пацини! Пацини! Красавчик! 2-1. Ох, хороший парень. Никаких симпатий не испытываю к конкретным клубам, но к футболистам, может, позвольте.
Просто приятно, когда человек умеет играть в футбол и демонстрирует свое мастерство. Ай, молодец. Ай, принял. Ай, выставил локоть. И не кого-нибудь обыграл, а Муниса, очень хорошего защитника. Вы видели сами, как он играл в первом тайме. Красавец Пацини. Первый же гол. Сколько ему понадобилось? 11 минут в Интере, и Пацини сокращает разрыв в счете. Я вам сказал, что Пацини забьет. С вас 10%. Отличный матч. Один из лучших за последнее время в серии А. Ну и в первую очередь благодаря Палермо, конечно. Молодцы. Не испугались, не прижимались к своим воротам. Активно начали с первого тайма играть. Ну что ж, вот тот самый быстрый гол Интер забил в отведенные ему 15 минут второго тайма. И сделал это Джанпаоло Пацини. Очень здорово обыгрывается фамилия Пацини, по-итальянски Паццо. Это значит сумасшедший, но не всегда в клиническом смысле, но и в таком добром, хорошем смысле. С ума сходим по Пацини, так обычно распевала Курва с тифози Самдории. Пацци пер Пацини. Но теперь так будут петь тифози Интера. С ума сходим от Пацини. Это игрок основного состава, я думаю. Не потому, что он забил вот так вот сразу гол, а просто вообще потому, что он игрок основного состава. Решать, конечно, Леонардо. Леонардо сам хочет выйти на поле. Такая игра идет, как будто это какой-то финал вообще кубковый. Как будто это самый важный, самый решающий матч сезона. Настолько азартно ведут себя и игроки, и тренеры. 3-1 проиграл Интер в предыдущем туре. Не сумел в основное время обыграть Наполи, только по пенальти. И теперь еще на своем поле. Горит Палермо, 1-2. Но забит быстрый гол. Еще очень много игрового времени. Палермо прижат к своим воротам. Делио Росси, может быть, пора уже тоже как-то реагировать с заменами. А вот точно, 4-й номер появляется и готовится к выходу на поле. Швейцарский полузащитник Касами выйдет на поле, а пока Касани с мячом. Подача! Ой-ой-ой. Раноки как-то сыграл не очень уверенно. Но нервничает молодой человек. Это очень тяжелая история, которую нужно пережить Раноки, и Пацини тоже. Очень многие, даже большие футболисты, ломались. Смотрим угловой в исполнении Миколи! Вот это да! Но он умеет, мы знаем с вами, что он умеет. И Жулио Сезар тоже знает, что Миколи умеет прямым ударом закручивать мяч от углового флага в ворота. С линии ворот буквально Жулио Сезар выбил этот мяч. Продолжается атака Пасторе. Удар! А куда мяч летел? Вид у Массимо, конечно, такой, будто бы он проглотил аршин. Тренера поменял, денег вложил, и на тебе, пожалуйста. На эту минуту 12 очков проигрывает Интер Милану. Ну, правда, у Интера еще относительно Милана 2 игры в запасе. 6 очков потери. Касами выходит на поле вместо Миколи, кстати говоря. Ну, может быть, какое-то недомогание у капитана. Футболист, который может пробить штрафной, исполнить стандарт, наверное, бы пригодился, но снимает его с игры Делио Росси. Автор первого забитого мяча в этом матче. Но немножко тактическая схема меняется. Палермо переходит на
закрытую вариант игры. Дополнительный полузащитник появился на первой линии атаки. Один Иличич остался, а Касами, в отличие от Микули, игрок, конечно, сугубо оборонительного плана. Милито. Ну-ка. Иличич бежит. Пасторе помогает. Иличич, передачу делай! Но он какую-то сделал сложную передачу. Пенальти! Пенальти! Риццоли ставит пенальти! При счете 2-1. Ай да матч! При счете 2-1 в пользу Палермо. Вышедший на замену Касами взял и поставил в неловкую ситуацию Тиаго Мотту, который не ожидал вот этой передачи. Все мы ждали пас налево, но на то он и Хавьер Пасторе, чтобы не делать так, как все ждут. Он пяткой отправил мяч в другую сторону. Тиаго Мотта запутался в мяче и в ногах Касами. В результате пенальти. И Хавьер Пасторе сам же и пробьет. Взял! Добивание! Жюлио Сезар взял! 2 раза подряд Пасторе не забивает. Один из лучших матчей сезона, однозначно. И тут же Интер в атаке. А еще играть сколько. Карья, пас вперед. Между прочим, передачу-то Пацини Карья делал, когда Пацини забивал гол. Угадал Жюлио Сезар, здорово сыграл. А в другой угол положил. Но Пасторе уж слишком настроился на удар в этот угол. До удара бросился туда Жюлио Сезар, а Пасторе почему-то не сумел, несмотря на свою высочайшую мастерство и технику, просто покатить мяч в противоход в другой угол. Никакая это не лотерея. Занетти, пас в сторону Камбьясо. Вторым темпом поддерживает атаку Тиаго Мотта. Промахнулся мимо мяча. Ответ Палермо. Вот такая сейчас и пойдет игра. Атаки Интера и контратаки Палермо. Самуэль Этоо. Пас вперед. Выстраивается здесь стена из полузащитников сицилийской команды. Не разобрались они в этой игровой ситуации. Интер атакует. Это Лусио, дриблер. Муньос проиграл борьбу. Прострел Пацини! Вы видели, где был Пацини? Как же он мяч чувствует эту ситуацию? Смотрите, вот 7-й номер. Смотрите. Вот за ним мяч не смотрите, на Пацини смотрите. Все как грамотно делает. Был там, где надо. Пусть один был шанс из 100, что вратарь не сыграет. Но Пацини был бы первым на мяче. Пасторе. Хорошо сегодня Пасторе играет. Ох, чуть-чуть не прошла стенка. Буквально зацепить мяч успел игрок Интера. А так бы выход 1 на 1 был. Такое впечатление, что Жюлио Сезар не понимает, в какой команде он играет и что с этой командой происходит вообще. Один-то гол Пацини отыграл, но пока-то счет все равно в пользу Палермо. Пасторе. Пасторе бросает мяч через Ранокки. Неудачно сегодня играет. Так его нахваливали, так его разрекламировали. А еще буквально перед самым переходом в Интер. Чудачут как здесь защитники. Перед самым переходом в Интер Ранокки заполучил приз самого, по голосованию болельщиков, самого перспективного футболиста Италии, опередив Бонуччи и опередив игрока Рома Акакачуку. Получил специальный приз от компании «Жилет», которая этот опрос и устраивала. Специальный приз Ранокки. Ну, естественно, пришлось бриться на публике. Брил Ранокки Матерацци. Ну и Ранокки после этого переживал очень сильно, сказав, что когда он побреется, то выглядит совсем как 16-летний
юноша. Да, действительно, совсем молод Раноки, поэтому давайте тоже строго его не будем судить по сегодняшнему матчу. Это дебют, да, немножко он не складывается, но я думаю, что все у Раноки впереди. Итальянцы, я думаю, в своих игроках разбираются неплохо. Считается самый талантливый защитник в стране. В атаке Интер. Этоо, разумеется, при наличии Пацини и Милито, Этоо почаще отходит в глубину. Хавьер Дзанетти делает передачу на Майкона. Майкон смотрит, с кем бы можно было сыграть в пас. Очень кучно перед штрафной площадью Палермо. Технично, здорово. Довели мяч до Пацини, но тому второй раз в два касания пробить не дали. Нет положения вне игры. Чуть-чуть не зацепил мяч Милито. Там сантиметров буквально не хватило. Очень много еще игрового времени в этом отличном матче. 60 всего лишь 7-я минута. Иногда, знаете, смотришь на секундарь, думаешь, скорее бы все это закончилось. А здесь даже жалко, что уже 67-я. Хочется побольше этого футбола посмотреть. Занетти. Развернулся. Этоо. Камбьясо открылся. Этоо не делает ему сразу передачу. Решил понадежнее. Вот так, через Тиаго Мотто. Майкон. Потерял мяч Карри и Бово. Нет, это не Бово, прошу прощения, а полузащитник. Но Черино был с мячом. И вот он делает пас на Пасторе. Как легко развернулся! Ну, посмелее ногу-то поставить. Бежит Пацини. Не дошел мяч до Этоо. Муньос, Бальзаретти. Оба тренера в игре. Пасторе, Касами, Пасторе. Скоростенки не хватает Пасторе. Игрок растет. Это вот уровня Барселоны в будущем, я думаю. Футболист, 21 год, Хавьеру Пасторе. Но пока плод не созреет окончательно, я думаю, что никуда продавать его Палермо не будет. Майкон, прострел! Где мяч? Мяч не в сторону ворот улетел. Иногда вот на телевизионной картинке в таких ситуациях не совсем понятно, куда летит мяч. Но не в ворота на сей раз, а в обратную сторону. Касани получил капитанскую повязку после ухода с поля Миколи. Пасторе, Касами. Удар в дальний угол. Семидесятая минута. 20 минут еще с лишним есть у Интера для того, чтобы что сделать? Ничья это тоже не дело на своем поле. Этоо вошел в штрафную площадь, покатил мяч. Кому? Никого там нет, кроме Чезаре Бово. И заметьте, Палермо, отбирая мяч, не лупит в аут, а потихонечку разжимает пружинку, подтягивает сюда вот силы в среднюю линию поля. И, конечно, когда есть такой игрок, как Пасторе, как он прибавил за последние полгода. Я давно не комментировал Палермо. В таком порядке, я вам скажу, Пасторе. Одно удовольствие смотреть за его игрой. Выпадает немножко центральный нападающий, словенец. Подустал вот этот вот Иличич. Но другого, сейчас бы свежего нападающего, было бы повеселее. Кто там может выйти? Да никого особенно-то и нет. Вообще нападающих в запасе не осталось. Занетти идет вперед. Еще один очень талантливый уругваец Эрнандес играет в Палермо. Он травмирован. Майкон, подача! Видали, как Пацини взлетел? Вот это его игра на втором этаже. Вот буквально взлетает. На несколько
Ну, приличное количество сантиметров. Посмотрите, если увидите в кадре, хотя с этого повтора не очень видно. Вновь в атаке Интер. Этоо очень легко, быстроногий Этоо обыгрывает Пацини, открывает. Бальзаретти молодец, накрыл сейчас, опередил Пацини. Не дает Интер выйти Палермо со своей половины поля. Да даже от штрафной отойти не дает. Милито. Пацини. Мотта. Майкон. Бобо. Справляется Палермо. И попытка организовать контратаку очень жестко. Лусио поехал на своем танчике, разметая все вокруг себя. Когда Лусио несется вперед, такое впечатление, что он хочет покончить жизнь самоубийством, прыгнуть в омут с головой. Вот с таким отчаянием он несется вперед, особенно когда у Интера не идет игра или Интер проигрывает. Но на самом деле это можно иронизировать по этому поводу. Просто это немножко нелепо смотрится, но на самом деле не случайно Лусио капитан сборной Бразилии. Заводит команду, ведет ее за собой, хотя и защитник. Подача, удар! Да! Пацини дубль! Головой как играет человек! Смотрите, повтор! Если вы не смотрите Сампдорию, мало кого интересующую. Вот новичок Интера, Джанпаоло Пацини. Пожалуйста, дубль. Леонардо, спасибо, говорит Моратти, за эту покупку. Смотрите на повторе. 180 сантиметров, не 2 метра, не Питер Крауч. Вот игра головой. Двух опередил, двух. И не просто голову, опа, выпрыгивает человечище. Ну, выпрыгивает, а? Ох, хорош, ох, хорош! Пацини, 2-2. Супер дебют. Джанпаоло Пацини. В основном составе до конца сезона. Пандев может искать себе другую команду. Но это еще не все. Это 74-я минута. Интеру надо выигрывать. Палермо, представляете, сейчас как обидно. С 0-2 не удержали. Еще 15 минут впереди. Есть желание, конечно, и на ничейку где-то, да, сыграть. Зацепиться за эту ничью, не пропустить еще. Но ведь и выиграть хочется. Обидно, ведь вот они были, 3 очка, почти где-то уже около кармана. Милито. Ну, Пацини хорош, а? Вот действительно, наверняка же многие из вас Сампдорию просто не смотрят совсем, потому что кого она так особенно может интересовать. И Пацини пенальти еще зарабатывает. Или что он зарабатывает? Да, желтая карточка. Пацини к 2 голам. Дайте ему пенальти еще пробить. Пусть хет-трик сделает. Пусть сделает хет-трик Пацини. Дайте ему... Или что там происходит-то? Кому желтая? А видите, даже... Да что ж такое? Нет, все правильно. Пенальти. Муньесу желтая карточка. Пацини не дают пробить, потому что сейчас не до шуток. И вот так вот Интер ломает их. Как он опередил Муньес. Это Муньес, я еще раз повторяю, это прекрасный защитник. Я вас уверяю, у него очень большое будущее. Просто настолько хорош Пацини. Настолько вот он резок, проворен. Как сейчас здорово корпусом сыграл. Опередил на полшага буквально Муньеса. И вынужден был аргентинец фалить. Это у мяча. 2-2. 3-2! Угадывает Сиригу. Но потащить этот мяч было невозможно. Под самую штангу отправил этот мяч Самуэль Этоо. С 0-2 Интер спасается. 3-2 благодаря новобранцу команды Джанпаоло Пацини. Дубль и пенальти заработаны. Тринадцатый гол Самуэля Этоо в сезоне.
Впереди Ди Натали 14. Ну и, конечно, в недалеком будущем лучший нападающий мира Эдинсон Кавани. 16 мячей на его счету. Сейчас будет атаковать Палермо. Сейчас будет другая история. Палермо обидно. Палермо теперь уже нечего терять. Как же обидно должно быть сицилийцам так играть уверенно. Забить 2 мяча. Может быть, рановато к своим воротам прижались. Может быть, с Миколи ошибся Делио Росси, если только у Миколи не было травмы. Потому что этот словенец, который Ильич сейчас остался, но он совсем ни о чем вот по такой игре. Слабоват, конечно. В десятером играет фактически Палермо. Он еле ползает уже, наелся досыта. Словенец. А Миколи, мне кажется, мог бы пригодиться для взаимодействия с Пасторе. Милито! Хорош Милито! Сейчас чуть выше полетел бы мяч, Пацини бы третий забил. Майкон, удар! Мимо ворот. В общем, Пацини бенефис, безусловно, во втором тайме. И еще раз вернусь вот к тому, о чем говорил. Наверняка многие из вас за Сампдорией следят, ну так, постольку-поскольку, потому что, ну что, от этой Сампдории, тем более без Кассано, там хоть на Кассано посмотреть. И, наверное, не у всех у вас было такое полноценное впечатление и понимание того, что за игрок Пацини. Вот такой он игрок. Вот он за 20 минут тайма умудрился показать вот все, что он умеет. Еще раз повторяю, у него нет какой-то там суперскорости, какого-то особенного дриблинга. Удара у него нет. Он не может забить с 30 метров ударом там, хорошо поставлен. Но вот он умеет играть так, как он показал. Игрок штрафной площади. И великолепно играет головой, несмотря на свои, казалось бы, всего-навсего 180 сантиметров. Прыжок свой коронный. Умение сыграть на опережении, выйти на мяч, почувствовать этот мяч. Пацини продемонстрировал нам, когда забивал второй гол после навеса Майкона. 2-2, было. 3-2 стало после пенальти, который заработал также Джанпаоло Пацини. И замену еще одну готовит Леонардо. Весело смотреть на команду Леонардо. Конечно, не особо весело болельщикам, потому что надо запасаться валерьянкой и другими успокаивающими средствами. Но вот примерно в такой же бесшабашный футбол играл Милан времен Леонардо. Ну что ж, нигериец Оби выходит на поле. Вместо Эстебана Джоэл Оби, вместо Эстебана Камбьясо. И сразу же нигериец включается в борьбу. В атаке Палермо. Кассани. Пас в сторону Иличича. Кассани, Иличич. Явно не хватает нападения одного игрока, но нет его просто-напросто. Кавани продали. Видимо, посчитав, что момент настал. Самуэль Этоо, автор мяча, который вывел Интер вперед в этом матче. А Пасторе ведь не забил еще и пенальти. Очень насыщенный, событийный получается матч. 10 минут еще играть. Хватит ли сил у Палермо организовать что-то в атаке? Делио Росси интереснее показывал пальцами на газоне.
Направо неплохо. Майкон. Бальзаретти хороший, очень сегодня, очень сложный матч провел. И в атаке вновь гости Бальзаретти, а некому навесить. Там еле ползает, еле передвигается Иличич. Ну, посмотреть на него. Он все время нос вытирает. Ну что же, все, дыхалки не хватает. Все соки вытекли почти из нападающих. Туам назад. Ну, будет контратака. Иличич. Молодец. Вот сейчас ты не туда пас-то делаешь. Совсем не туда. Потащил мяч неплохо. Кари Иличич. А передачу сделал не в ту сторону. 83-я минута. 3-2 Интер впереди. Веселая команда, ничего не скажешь. С Леонардо не соскучится Маратти. Задержал Бальзаретти рукой Милито. Согласен я с Милито. Надо было давать штрафной. Странно, что арбитр на это не среагировал. Там уже беснуются болельщики около заградительного забора. А в атаке Кассани. Палермо. Передача на Пасторе. Конечно, Интер играл с преимуществом. Не хочу сказать, что Интер не заслужил победу. Но просто жаль Палермо. В принципе, ребят, все, что можно было сделать в сегодняшнем матче, хорошего делали. И немножко незаслуженно, на мой взгляд, проигрывает к этой минуте 2-3. По сторону Бальзаретти. Угловой будет подавать Палермо. Это шанс. По-моему, во втором тайме еще не подавали угловые гости. А Миколи нет. Что-то его странно снял с игры Делио Росси. Очень высокая по дну. Что это за подача? Просто взял и отдал вратарю мяч в руки. Не Пасторе подавал, тут другой. Слишком сильно для Бальзаретти. Тур завершится завтра. Сегодня вечером поздно матчем Ювентус-Удинезе. Ну и коллеги расскажут вам, как закончились матчи этого тура. Ну, единственное, скажу вам, что Наполи разгромил Сампдорию. Кавани сделал хет-трик. И Наполи на втором месте идет вслед за Миланом. Это важно, учитывая позиции Интера, потому что Интер, побеждая в этом матче, ну ладно, еще мы успеем время подвести итоги, пока 86-я минута идет. В конце концов, не последний тур. Милито. Таблица, конечно, важна всегда, но не настолько. Каладзе, можете порадоваться за него. Его друзья, болельщики и все остальные. Каха забил сегодня гол за Джену. И вот Дженуа выигрывает у Пармы 3-1. Бальзаретти. Пасторе посмотрел направо. Понял, что это неинтересно. Нашел поинтереснее продолжение в штрафную.
Да. Не хватает свежего человека в атаке Палермо. Не хватает. Ну что ж, и при этом сам Карри решил, и что же я называю, Киличич решил зачем-то подавать. А головой кто будет играть? Жюлио Сезар, не торопясь, будет вводить мяч в игру, в отличие от Сиригу, естественно, его болельщики освистывают. Ночерино, Пасторе. Лусио накрыл. Аргентинца. Продолжается атака. Неплохо. Неплохо. Слишком сильную, но передачу надо точнее делать. Сравниваем. Бальзаретти! Ой, не повезло-то как! И повезло Интеру. Да. Не, молодцы сицилийцы. Они поражения сегодня не заслужили. Уж пусть не обижаются болельщики Интера, но будьте объективны. Пасторе все, что можно сделать после омерзительной передачи словенца, который загнал в лицевую линию. Ну отдай ты поточнее передачу в такой-то атаке. И тем не менее Пасторе успел догнать мяч. И смотрите, какую шикарную вырезал навесную передачу. Прямо вложил ногу, мяч в ногу Бальзаретти, который положил корпус. Здорово попал. Ну, казалось бы, там гол неименуемый. Нет, мяч попал в защитника Интера. Продолжает Палермо искать спасение. Бальзаретти. Ночерино. У Интера очень тяжелый календарь. Да не в защитника Жюлио Сезар выручил. Как он выручил? Массимо Моратти и одна из его сестер. Большая любительница футбола. Но обсуждают этот эпизод. Да, действительно, как. Да, у Интера есть Пацини, у Палермо нападающего просто-напросто нет. Тяжело играть фактически в десятером. И я думаю, что если у Миколи не было травмы, то Делио Росси допустил ошибку, сняв его с игры. Интер в следующем туре играет на выезде в Бари в четверг. Затем дома с Ромой. Затем на выезде с Ювентусом и на выезде с Фиорентиной. Вот такой график. А там и начинается Лига Чемпионов. Для начала домашний матч с Кальяри, передышка и потом Бавария. Вот такой насыщенный календарь у команды Леонардо. Ну что ж, основное время этого отличнейшего матча завершилось. Пару минут всего лишь добавляет судья к основному времени. Интер, проигрывая 0-2 по ходу матча, после выхода на замену новичка команды Джанпаоло Пацини, благодаря его дублю и заработанному пенальти, вырывает победу 3-2. С Палермо поражение не заслужил своей игрой, но класс нападающих, вот в частности игроков атаки, сегодня сыграл ключевую роль. У Палермо есть Пасторе и, по сути дела, после ухода Миколи больше никого. А вот у Интера есть и Этоо, и Милито, и теперь еще есть и Джанпаоло Пацини. Луиш Фигу, фартовый номер, видимо, сосватал новичку команды. Но еще не все. Вот еще атака последняя, наверное, в этом матче. Бальзаретти, как сегодня напахал Бальзаретти на своем фланге. Поразительно. Сил сколько? За 30 ведь.
Делио Росси на границе технической зоны. Показывает Риццоли, откуда надо вводить мяч в игру. Кому и когда. Леонардо. Размахивает теперь он руками. Последняя атака с Палермо в этом матче. Бальзаретти. Подача, ну там некому этот мяч был подавать. Тут еще и неудачно через ногу на Черину мяч перелетел. Пацини грамотно ставит корпус. Ждет, пока его собьют с ног. Все. На этом можно заканчивать. Все, после введения мяча в игру Риццоли даст финальный свисток. При счете 2-1 в свою пользу Палермо не забил пенальти. Жюлио Сезар выручил свою команду. Это отличнейшая игра заканчивается. Ну что ж, спасибо командам обеим и Палермо, конечно же, тоже спасибо за прекрасный футбол. Чем больше таких матчей в серии А, тем больше шансов у серии А. Ну, не то чтобы вернуть себе репутацию классного, качественного футбола, чемпионата с классным, интересным зрелищем, зрелищным футболом, а не только оборонительным. Вот этот матч, по-моему, ну, получился не в таких классических итальянских канонах. Хотя, на самом деле, это все уже ушедшие в историю стереотипы. В Италии довольно много вот таких матчей. Классный футбол. Пацини с великолепным дебютом. Моратти доволен. Он понервничал, но что ж, для настоящего любителя футбола, а Моратти именно таким абсолютно помешанным на футболе человеком и является, собственно, для болельщика это, по-моему, самое большое удовольствие, когда твоя команда выигрывает вот так. Твоя любимая команда, тем более, когда ты ее хозяин, выигрывает вот так, как сегодня выиграл Интер со счетом 3-2. Итоги подводить будут коллеги в вечерней трансляции по таблице. У Интера 38 очков, у Милана 47. Эти две команды уж точно свои матчи уже завершили. А я, Георгий Черданцев, прощаюсь с вами до следующей недели. Поздравляю вас с тем, что мы с вами посмотрели, по-моему, отличный футбол. До свидания.